Ну, смотрим сейчас, выстраиваются команды, выстраиваются спортсмены, да, все-таки не команды, представители команд. На стартовом городке. Еще раз пробежимся по номерам, чтобы представить их. Первый номер — Артем Николаев, 17-й Александр Бессмертных, 5-й Иван Якимушкин, 16-й Глеб Ретивых, 3-й Алексей Виценко, 2-й Дмитрий Епаров, 18-й Александр Уткин, 25-й Рифат Софиуллин, 19-й Сергей Турышев, 20-й Андрей Мельниченко. Ну, если вдруг еще не слышали, вот вам полные составы команд, наша плашечка, наша инфографика тоже показывает. Да, то есть есть свои лидеры на каждом из этапов. Ну, понятно, что самые сильнейшие отобраны у многих на второй этап. Там и Андрей Ларьков, и Андрей Парфенов, Александр Большинов, Еремей Волков, Максим Валикжанин, например. Так, поехали. У нас гонка стартовала. С первых минут Иван Якимушкин, 5-й номер, Тюменская область, вторая команда, захватывает лидерство. У него за спиной Алексей Виценко и 3-й номер и непосредственно 16-й номер Глеб Ретивых, тоже Тюменская область, но первая команда. Ну, как и говорили, я думаю, что между Тюменью, между двумя командами Тюменской области мы увидим основную борьбу за медали, за призы. Может быть, даже две команды Тюмени окажутся на пьедестале почета. И очень хочется, чтобы им компанию составил кто-то другой. Кто-то, например, под номером 3 стартовым. Уж не буду говорить, что это за регион. Наверное, люди, обладающие хотя бы долей внимания, а может быть и долей интуиции, логики, могут предположить, о ком идет речь. Здесь вот после первого поворота ситуация не меняется. Довольно тесной компанией идут спортсмены. Сейчас появляются на стадионе. Видимо, если в 11 часов на старте полуфинала Б у женщин было тепло, солнечно и приятно, то сейчас ветрено, холодно и с таким вот неплохим снегом. 17-й номер Александр Бессмертных выходит на первую промежуточную позицию. Здесь на выходе на стадион. На спине у него Александр... Нет, не Александр, хотел сказать Александр Уткин. Ну нет, 5-й номер Иван Якимушкин. И Алексей Виценко, 3-й номер. Республика Коми. 19-й номер Сергей Турышев, Ханты-Мансийский автономный округ. И вот чуть-чуть дальше за ним Дмитрий Епаров. 2-й номер Республика Удмуртия. У нас целая бригада из мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта на дистанции. Двух заслуженных мастеров спорта, как выстоять в один забег в одной команде, как это делает Удмуртия, в общем, далеко не каждый регион-то себе позволит. Ну, вот была еще Москва-2 с Крюковым, Петуховым. Ну, вот в общем, в финале, как бы отмечаем, Москвы-2 уже и нету. С 11 результатов финишировали Крюков и Петухов. Видим, первые спортсмены готовятся точнее уже вторые спортсмены готовятся к приему эстафеты от своих коллег по команде. И по-прежнему Иван Якимушкин лучший. Вот здесь уже Алексей Виценко откатился, к сожалению, на 8-е место. Рядом с ним Артем Николаев из Татарстана. Но вот у Артема Николаева есть такой мощный козырь в рукаве. Это Андрей Ларьков, который бежит на отчетных этапах. И Андрей Ларьков мы видели в полуфинале. Был, как и Наталья Непряева в финале, да, так и Андрей Ларьков в полуфинале тащил Татарстан вперед, тащил Татарстан к призовой тройке и, в общем, вытащил, по крайней мере, его на первое место в полуфинале и вытащил его напрямую в решающий забег. Вот у Коми, конечно, Еремей Волков, наверное, чуть-чуть уступает Ларькову. Но видим, Виценко на 5-е место перешел. И вот здесь упал! Да что такое-то? Ну что... Я вообще не могу понять. Вот лыжники Коми на ногах своих не держатся сегодня, да и вообще на этом чемпионате. Вот Волков смотрит, говорит, ты где, Виценко? А Виценко говорит, я упал, не могу. И здесь падение, но здесь уже падение на финише. И здесь уже ничего, оно ни на что не повлияло. А вот Алексей Виценко шел 5-м, упал, и вот Волкову 4 секунды, почти 5 отыгрывать. Еремилу Волкову вообще не везет на этом чемпионате. То сам упадет, то вот сейчас напарник упал в абсолютно непринужденной ситуации. Мы видим и в полуфинале у женщин там упала Виктория Мелина. Здесь палку кто-то сломал. Да, вообще все замечательно. Тут просто ни день невезения, ни день чемпионат невезения для Еремила Волкова и товарищей. Как видим,
Ну, хоть Илья Семиков вчера прервал черную полосу, хотя бы бронзовую медалью в 15-километровой индивидуальной гонке. Вот, и мы видим сейчас Еремил Вокуев, ну, уже не последний, да, уже предпоследний такой рывочек совершил. Да. Тут, в общем, сложно что-то чем-то говорить, но пока лидирует у нас Александр Большунов из Тюменской области номер 1. За ним 19 номер, я так понимаю, Антон Гафаров, Ханты-Мансийский автономный округ. И вот здесь Удмуртия Максим Валикжанин выходит на 3-е место. Ну, Еремил Вокуев на самом деле хорошо, на самом деле для Республики Коми, что это падение совершилось сейчас, да. При первой передаче есть еще шансы. Вот Еремил довольно быстро наверстал упущенное. Вернулся в группу лидеров, ну не в группу лидеров, они все идут в плотную группу. Вот он вернулся в этот пелетон, ну, пусть идет, ну, сейчас, что был 9-м, сейчас, я так понимаю, выходит на 7-е место. Ну, по крайней мере, не последнее, не с безнадежным отставанием. А было бы это в этапе так на 5-м, на 6-м, ну, в смысле, перед 6-м этапом, было бы намного сложнее. Здесь-то понятно, что не все будут бежать вперед, не будут, точнее, лыжники тратить свои силы. Мы видим, вот готовит Алексей Виценко к старту своего этапа. Анатолий Рочев, тоже член спортивной династии Рочевых, тоже выступал, завоевывал медали. Ну вот посмотрите, опять Еремил Вокуев чуть не упал, да? Спасибо, говорит, привет, кому он там должен сказать? Антону Гафарову должен сказать Еремил Вокуев привет. Антон Гафаров решил переключиться на свободную лыжню и прям наступил на лыжи Вокуеву. Ну, в общем, молодец, Антон Гафаров, респект тебе, дорогой. Я думаю, что если сейчас Вокуев бы упал, мы бы не удивились бы этому ничему. Вот. Другое дело, что какие были бы санкции в отношении Гафарова, ну, вот это уже другой вопрос, потому что там бы он был полностью виноват в этом инциденте. С падением Виценко, там, конечно, виноват сам Виценко, как мне кажется. Ну, вот Вокуев здесь на 6-м месте, уже на 4-м, и здесь снова на 7-м. Плотненько все проходит, 16-й номер лидирует, Александр Большунов уверенно передает эстафету своему напарнику, получается, Глебу Ретивых. Ну и здесь Максим Валикжанин отправляет в бой Дмитрия Епарова. Здесь, слава богу, без падений все обходится, но, опять же, эстафету Еремил Вокуев не очень удачно передал. И Алексей Виценко, там, по-моему, 8-м, там, 7-м уходит. Ну, хотя нет, вот уже на 5-е место Алексей выходит. Опережает он 18-го номера Александра Уткина из Удмуртии довольно легко. Шагом Непряева и шел сейчас Виценко. И нет, Уткин не дал себя опередить, но все во многом из-за того, что впереди перед Алексеем Виценко тоже находится не очень быстрый спортсмен. Сейчас отсюда не вижу, кто это. Ну, а пока лидирует у нас Тюменской области. Там у нас Глеб Ретивых. И вот здесь мы видим перестроение интересное в пелетоне в этой гонке. Вот 2-й номер Дмитрий Епаров выходит уже в число лидеров. И рядом с ним Иван Якимушкин, 5-й номер. И уходит уже в тень Глеб Ретивых. Ну, Глеб Ретивых, в общем, главное контролировать гонку, не отпускать от себя соперников. Там Александр Большунов дело свое сделает. Свое большое олимпийское медальное дело. Вот. Продолжает у нас лидировать 2-й номер. Вот нам сейчас приносит результаты женской гонки. Ну, давайте, наверное, просто по порядку пройдемся. Там, напоминаем, выиграла Республика Коми-1 Юлия Белорукова, Ольга Царева. Далее Тверская область номер 1 Ирина Северина, Наталья Непряева. 3-я Москва Аида Баязитова, Наталья Матвеева. И дальше уже будем просто по регионам. 4-е место Ханты-Мансийский автономный округ, 1-я команда. 5-я Тюменская область, 1-я команда. 6-й Татарстан, 2-я команда. 7-й Новосибирская область, 8-я Тюменская область номер 2. 9-й Санкт-Петербург 1 и 10-й финишировала в женском финале команда Республики Коми под номером 2. Вот 1-я и 10-я команда Республики Коми стали в женском забеге.
Но это забег у женщин. Еще раз просто подвели итоги. Еще раз поздравим Ольгу Цареву, Юлию Белорукову с золотом долгожданным. И возвращаемся на дистанцию. Что у нас здесь поменялось? У нас ничего не поменялось. У нас по-прежнему Иван Якимушкин лидирует. И Глеб Ретивых рядом с ним. За Якимушкиным был Алексей Виценко. И сейчас переходит на параллельную лыжню для ускорения. И, в общем, да, этот этап пока что Алексей неплохо отработал. Что было бы, если он не упал? Вот тут интересно. А вот Удмуртия, 18 номер Александр Уткин, к сожалению, чуть-чуть подотстает. Идет сейчас замыкающим. Алексей Виценко выходит лидером даже в этой ситуации. За спиной у него Иван Якимушкин. Дальше 16 номер Глеб Ретивых и второй номер Дмитрий Епаров. Вот Алексей Виценко сейчас бежит на передачу. Третий этап завершается для спортсменов, участников командного спринта. И по третьим стартовым номерам бежит Алексей Виценко. Вот сейчас главное все ровненько пройти, свободно, и отпустить в бой Ермила Вокуева. Тут все, конечно, очень плотно. Мы понимаем, что вот сейчас Ермил будет первым, но там есть Александр Большунов, который уже ускорился, и которому не дали сейчас выйти на чисто второе и первое место. Вот Большунов в третьем стал. Вот Тюменская область, да, первая команда идет за Тюменской областью номер 2. Там сейчас за Тюменскую вторую команду Андрей Парфенов на дистанции, вот под пятым номером за Волковым бежит Парфенов. 17-е и вторые номера — это Никита Ступак, Московская область номер 1, и Максим Валикжанин сейчас на дистанции, соответственно, 4-й и 5-й позиции. Ну, здесь все 10 лыжников идут на расстоянии нескольких секунд друг от друга. Вот. Поэтому, в общем, еще вся борьба впереди. Здесь идет у нас очередной подъем на этом этапе, так что будем сейчас смотреть, кто же выйдет лидером на дистанцию, на стадион, кого же у нас встретят болельщики. Ну вот мы видим, 5-й номер по-прежнему Андрей Парфенов впереди, рядом с ним Ермил Вокуев. И дальше спортсмены из Удмуртии. Под вторым номером у нас сейчас на этом этапе Максим Валикжанин и Александр Большунов четвертым пристраивается. Не форсирует Александр события, не стремится обгонять во что бы то ни стало спортсменов. Но вот здесь такой резкий поворот. Тормозят специально лыжники, чтобы не сбить друг друга. Мы уже насмотрелись на этом этапе сегодня и падений, и многочисленных таких и подъемов, довольно не очень приятных ситуаций мы видели, да, и Вокуевы уже лыжню переезжали, и Виценко упал, и Виктория Мелина сегодня тоже падала, заваливая Ольгу Рочеву. Ну, довольно так странно, и получается, что во всех этих инцидентах у нас участвуют спортсмены именно из Республики Коми. Вот Александр Большунов получает пространство сейчас на промежуточном первом месте. Александр опережает Андрея Парфенова, и за ним Максим Валикжанин и Ермил Вокуев. Первая четверка у нас меняется друг с другом местами, но не меняется с другими спортсменами, никого близко к себе не подпускает. Сейчас у нас, как видим, показывают лыжников, готовящихся к передаче этапа. У нас 5-й этап сейчас будет, и заключительный для всех спортсменов. Вот чуть не упал у нас Андрей Парфенов. Не хотелось бы, конечно, таких раскладов. Пусть Андрей сейчас и представляет соперников, и выступает за Тюменскую область, которая уверенно пока идет к 2 медалям, к золоту и серебру. Вот на данный момент Александр Большунов лидирует, Андрей Парфенов второй, но все-таки надо медали выигрывать в честной борьбе без подобных инцидентов. Ускоряется на финише своего этапа Александр Большунов, за ним у нас Максим Валикжанин, Андрей Парфенов, Ермил Вокуев. Но Александр Большунов сделал свое дело, принимал эстафету вторым, стал в итоге первым. Я думаю, что не отпустят, не отдадут свое золото пара Ретивых Большунов. А вот за остальные, за бронзу, за серебро наверняка будет борьба за них до последних метров. Так, передает Александр Большунов эстафету Глебу Ретивых, подправляет его первым на дистанцию. Ну, вот здесь есть отрыв у Ретивых от Епарова, от Виценко. Есть, в общем, хороший такой отрыв. 2 секунды вот мы видим. Ну, от Республики Коми даже почти 3. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что главный отрыв есть у Тюменской области номер 1 в том, что у них есть еще на финальном этапе снова Большунов. Вот не было бы Большунова, могли бы еще мы бы разговаривать, наверное, о том, что
Кто знает, как пойдет эта гонка, кто знает, кто выиграет. Но сейчас 2 секунды, которые есть у ретивых, и с минимальной задачей не сильно, даже если их и растерять, то не сильно уступить своим соперникам. Вот, я думаю, с этой задачей ретивых справится на отлично. Да? То есть в любом случае в первой четверке он финиширует. Самое худшее для него если в плотной группе, самое лучшее, что вот в ней просто. Вот, так что мы видим, что уже догнали, в принципе, ретивых. Опередил его Иван Якимушкин. Здесь неподалеку и Дмитрий Епаров. Вот Алексей Виценко чуть-чуть подотстал, 3-й номер, но, в общем-то, тоже все близко. Вот мы видим даже, что на этом спуске-то и нет такого отставания. И вот первый номер Артем Николаев. Наконец-то Республика Татарстан у нас появилась в группе лидеров. На первом этапе и на втором была. Потом Артем Николаев, показалось, не очень хорошо провел свой этап, но Андрей Ларьков довольно плодотворно отработал. И вот мы видим, Татарстан снова в пятерке, снова в претендентах на медали. И здесь действительно, кто знает, как получится. Вот, буквально на спине уже у Виценко Ларьков. А у Ларькова уже на спине 25-й стартовый номер. Рифат Софиуллин из Ханты-Мансийского автономного округа, 3-я команда. У него на 6-м этапе за эту команду побежит Артур Петров. Как мы с вами видим по стартовому протоколу. Но вот этот этап, конечно, очень много решает. Прежде всего в борьбе за медали необходимо действительно оставить, наверное, все свои силы. Вот сейчас мы смотрим, кто оставляет. Оставляет все-таки первая тройка, 5-й, 16-й, 2-й. Якимушкин, Ретивых и Епаров. Виценко нужно отработать этот подъем, если он хочет побороться еще за медали, потому что потом вот Тюменскую область точно не догнать. Вот ни одну, мне кажется, команду Тюменской области, ни первую, ни вторую не догнать. Там Большунов и Парфенов на финише дадут жару. А вот насчет Удмуртии, надо смотреть. Вот Удмуртии еще можно бороться, и речь, наверное, идет не только об Алексее Виценко, не только о Республике Коми, точнее, там уже Еремиле Вокове, но и о Татарстане. Там Андрей Ларьков снова будет на 6-м этапе. Вот Андрей тоже может приложить усилия, чтобы догнать. Вот мы смотрим. Уже 17-й номер выходит на 4-ю позицию. Александр Бессмертных опередил Алексея Виценко. Очень обидно, наверное, должно быть. Вот 5-ми пока идет Республика Коми. Отставание в 3 секунды. Не абы какое отставание-то, конечно, можно сказать, глядя на женский забег. Но вот и здесь Андрей Ларьков. 5 команд сейчас идут в более-менее в плотном графике. Я думаю, что все-таки Республика Татарстан еще имеет шансы вклиниться в эту борьбу. Андрей Ларьков идет сейчас на 6-м месте. Но вот никого, кто за ним, уже мы бы не включали в список претендентов на медали. И то Ларькова, наверное, в знак уважения и в знак того, что он реально может. Да, отрыв действительно солидный, отрыв трудно отыгрываемый. Ларьков спортсмен, который может перевернуть с ног на голову любую гонку. Так, здесь мы что можем сказать? Здесь мы видим финиш уже, наверное. Не финиш, конечно, но устремляется уже на первом месте Александр Большунов, создает отрыв, и будет он по-любому финишировать один. То есть Тюменская область номер 1 должна, в общем, без проблем выигрывать эту гонку. Ретивых со своей задачей, как мы и говорили, справился. Финишировал в общей группе, не отстал ни от кого, и дальше уже Большунов решает. Был бы Устюгов, мы бы посмотрели, но если бы ДКБ, говорится. А вот дальше, четверка разыгрывает между собой серебро, бронзу. 2 из них будут спортсмена лишним. Может быть, включится Андрей Ларьков в этот розыгрыш, в эту лотерею. Посмотрим, будет решено. Пока что чуть-чуть отстает Еремил Вокуев, мы видим. Но это отставание Еремил может тоже отыграть. Другое дело, что и соперники у Еремила там ого-го. Там и Никита Ступак, и Андрей Парфенов, и Максим Валикжанин. Прежде всего, конечно же, Максим Валикжанин, Андрей Парфенов, наверное, заслуживают особого внимания. Здесь вот хочется сказать, наверное, только хорошие слова про Александра Большунова, что, в принципе, он может даже и пешочком финишировать и задом наперед. Все равно станет первым.
Вот, а вот здесь Ермил Волков борется, но 17-й номер Никита Ступак лидирует сейчас. И вот Волков отстает, там уже тоже оступается Ермил. К сожалению, наверное, в мужской части мы без медалей Республика Коми останется. Но вот здесь вот финиш Александра Большунова, финиш Никиты Ступака. И да, Ермил Волков без медалей. Большунов успевает помахать рукой. И вот здесь за второе место Ступак или Парфенов. Ступак или Парфенов, даже не знаю. Вот это тот самый момент. Мы видим, что Максим Великжанин Удмуртия 4-й, Ермил Волков 5-й. А вот кто финишировал, Ступак или не Ступак? Ступак или Парфенов? Вот нам почему-то вообще показывают, что Тюменская область стала 4-й. Вот сейчас промежуточно показывают. Как-то там Максим Великжанин якобы вынырнул буквально из-за спины и опередил еще и Парфенова, который боролся-то за серебро до последнего. Ну вот, мне вот это очень интересно. Я, кстати, в эти цифры даже, может быть, сейчас и не поверю. Мне показалось немножечко иначе. Мне показалось, что Максим Великжанин 4-й. Ну, вот Юлия Белорокова и Никита Ступак. Вот, знакомьтесь, да? Без 5 минут очередная семья в лыжном спорте. Ну, Юлия может сейчас и немножко подбодрить Никиту, ну и может даже и потроллить все-таки, да. У Юлии Белоруковой сегодня золото в активе, а Никита Ступак 2-й финишировал. Ну, давайте мы сейчас все-таки дождемся, наверное, итоговых протоколов. Выведут ли нам их на стену, на экран, инфографику. То было у нас уже подобный случай, когда финишный предварительный протокол, если помните, в скиатлоне отправил Дениса Спецова на 3-е место, а потом отправил на 4-е. Ну вот сейчас покажет нам или нет, будет ли все-таки итоговый протокол на экране. Ну, пока ждем итогового протокола, смотрим за ухаживанием Юлии Белороковой за Никитой Ступаком. Наверное, должно быть наоборот, но на финише такой тяжелой гонки все допустимо. Напоминаю, что в 15:30 у нас здесь на стадионе пройдет еще гонка тренеров и сервисменов, так что никуда со стадиона, если вы там находитесь, не уходите. Но все-таки нам показывают, что Удмуртская республика стала 3-й, но опять же, с Тюменью у них одинаковое время 48,6, 48,6. Стоит ли это принимать всерьез? Стоит ли говорить, что именно Максим Великжанин и Удмуртская республика стали 3-ми? Я вот не знаю. Вот, боюсь, что мы можем сейчас покинуть скоро трансляцию. А вы, как говорится, дорогие зрители, об этом все можете узнать из новостей.